одаривший всех присутствовавших массой восторгов, для уфимских музыкантов прошедший фестиваль стал великолепным, незабываемым уроком высочайшего творческого полета и вдохновения. Надо брать просто по максимуму с таких мероприятий, надо жадно поглощать все то, что происходит, все, что мы видим. Очень отрадно для меня и для моих некоторых коллег, что им, скажем, вот 1,5 года назад на конкурсе удалось получить этот мастер-класс непосредственно, играя в коллективе. Приехали, то есть, солисты, ведущие пульты, концертмейстеры, и основа оркестра была нашей. Вот. Тем не менее, оркестр звучал по-другому, то есть мы играли по-другому. Когда приезжают такие люди, как маэстро Спиваков, все становится по-другому. Вообще, несмотря на то, что мне, к сожалению, не довелось присутствовать на всех 3 днях этого мероприятия, я был только в самый первый день. Что привлекло меня в этом концерте, это, безусловно, скрипач Даниил Лозакович, игру которого я полюбил уже давно. Я очень рад тому, это на самом деле счастье лично для меня, что мне доводится хоть изредка, но с ним общаться. Он приезжает, и мы с ним разговариваем на совершенно разные темы, не только о скрипке. Он такой же поклонник футбола, скажем, как и я. Правда, он болеет за Реал, а я за Барселону. Подобные мероприятия и явления в жизни города должны просто приниматься на ура, и просто должен быть действительно ажиотаж. Получивший большой заряд вдохновения, Ильшат Муслимов пожелал своим коллегам-музыкантам активнее пропагандировать подобные фестивали и приобщать к ним молодежь. Среди жаждущих получить автограф Владимира Спивакова был и звукооператор Государственного концертного зала «Башкортостан» Марсель Нагимов. По долгу службы он практически каждый день купается в музыке, помогая исполнителям донести до слушателей все их мастерство. Палитра обслуживаемых им концертов весьма разнообразна. Фольклор, джаз, рок, эстрада, классика. Однако наш герой все же предпочитает классическую музыку. Почему? Я меломан со стажем, и мне уже просто бывает порой очень мало обычной музыки. Хочется чего-то еще сложнее, интересней, другого. Понятно, что классическая музыка, она будет в выигрыше в силу своей интеллектуальности, структурной сложности. Я думаю, эту музыку слушать надо, нужно ходить на концерты, она расширяет границы мировоззрения, дает сопричастность к вечному. Больше всего мне понравилась программа 2-го дня, в частности, по-моему, 9-я симфония Шостаковича была. Это для меня было самое запоминающееся из всех 3 дней фестиваля. Почему? Потому что музыка более сложная, более, не скажу, что авангардная, но и не такая попсовая, как Моцарт или Чайковский. То есть это музыка более интеллектуальная, ее нужно понимать, более углубленно изучать, возможно, нежели того же Моцарта. Причем никак не пытаюсь умалить его заслуг перед мировой культурой. Мне она нравится больше тем, что в ней я вижу больше откликов своей любимой музыки, да, то есть какого-то авангарда, там, современной электронной экспериментальной музыки или рок-музыки. Собираю атрибутику, символику различных музыкальных групп, музыкантов, исполнителей. И, конечно, хотелось в коллекции иметь что-то вот такое, вот такого великого человека.